Çölmekçilik birkaç devirni kaplap algan zanaat. Onun eserlerinde sanat ve esnaf öğretilip kıymetli icatlarının yapılmasına sebepçi ola. Anlağanınız gibi bugün miras programması çölmekçilik dünyasına alıp gitti ve çölmekçinin elinde çamur nasıl canlanganını gösterecek. Çölmekçilik 100 yıllık arasından kelgen zanaat bugünkü günge özünün anelarini yetiştirip oldu. Şu popüler esnafның çeşidi bir sıra belli ustalarını meydana getirdi. Kim için bu sevimli iş, kim için ruhni көтерген sanattır. Искусство для меня – это вдох-выдох. Это способ поделиться красотой, способ поделиться гармонией и созерцательностью. Когда мы что-то заметили и хотим поделиться этим, в это время приходит на помощь краски, кисточки. И способы самовыражения бывают разные, и искусство оно в разных форматах проявляется. Çölmekçilik kadimi bir esnaftır. Asırlar devamında onun inkişaf yolu denişti. Bular hakkında tavsiyelatlıca. Çölmekçiliknin işlep çıkaruf anesi Kırım'da birkaç yüzyıllıkны kaplap almakta. Misal olarak Алтын Орду devrinde yani 13-14 asırlarda yerli çölmekçilik mahsulatı Salhat ve Kefede keng tarqalgan. 19-20 asırlarının başında onun nasipı utilitar yani hocalıkta işletilgen. Kuruculukta yer astı suyunun teminlenmesi damlardaki kiramet olarak kullangan. Aşhane eşyaları gibi bardaklar, çanaklar, filcanlar ve diğer savutlar, çubuklar ve bala sızgıravukları yapılgan. 1930 seneleri Bahçesaray'da illeri denilgen kooperatif artel peyda oldu. Anda çölmekçilikке öğretkenler, çölmekçiler ustahanesindeki mahsullarının koloritinde esasen yeşil, sarı, kahverenkli tüsler işletkenler, yani Алтын Орду devrinin renklerini alganlar. Bugün el işi çölmekçilik sanatı pek mod ve meraklı dep sayılmakta. O özünce unikallik ve şahsilikni açıklay. Bugünkü kahramanımız Rustem Cemilov'ның icadı da istisna değil. Ya icat prosesi ona nasıl duygular bahşiş eken? Состояние радости, то есть всегда хочется что-то отразить, что-то, да, вот какую-то вот красоту или узор, рисунок и выразить состояние радости через узор. Вот. Ну и, в общем-то, стремишься к тому, чтобы это было и красиво, и полезно. Для меня нету такого, чтобы вот это было лучше, чем это. Они оба для меня хороши, интересны. И у каждого, когда ты делаешь в определенном состоянии сознания, то есть наполняешься, то есть всегда они по-разному. И у меня 4 детей, и каждого я люблю, я их всех люблю одинаково. Каждого по-своему. İstidatlı usta çölmekten esasen savut yapa. Olarını öz ellerinin yani çölmekçilikte gereğini kullanmayıp yapa.
Bu çölmekçan var, bezekler, fleyta var ve sızgıravuk var. Çölmekçilikten gayrı karamanımız resim yapmak seviyor. Bu sahadaki icat ona kuvvanç duygusuna bağışlay. Sızgıravukta oynaganda o sevginin толып, bu sanatка yakınlaştı деп hatırlay çölmekçi. 2 года назад я начал писать картины. Мне это очень нравится, и я очень счастлив, когда смешиваю краски, когда экспериментирую с цветами. Это моя первая картина, и, в общем-то, я, когда взял в руки мастихин, это такая штука, на стройке есть мастерок, а это мастихин. И, в общем-то, смешивая краски, он предназначен для смешивания красок и нанесения красок, да, на холст. В данном случае эта вот картина была сделана с помощью мастихина. И, в общем-то, в процессе писания я испытал удивительное ощущение радости, то есть свободы. И вот одна из, кстати, определений искусства – это освобождение. Обретение свободы внутренней. Когда ты выражаешь что-то, и у тебя получается, или тебе это нравится, ты принимаешь свои ошибки, ну и в этом случае ты движешься к чему-то новому, открываешь новые горизонты. Вот. Ну, вот так вот. Это моя первая картина, и вначале я стеснялся ее, и даже через 2 месяца я ее закрасил белой краской и подумал, надо нарисовать еще что-то. А потом я взял и стер эту белую краску снаружи и сказал, что я не буду стесняться, я буду гордиться, потому что это победа. Победа над своими ограничениями. То есть, когда мы говорим для того, чтобы начать писать картины, надо художественное образование, да, оно бы не помешало, но если его нету и хочется, делайте. Söz kelimi sızgıravuk evelisi oyuncak olarak işletilgen. Yazık ki Kırım Tatar oyuncağı Putyunle joyuldu. Tek kuşkavallar, balıçık sızgıravukları kaldı. O da esasen hatıralıkka çevrildi. Ama daha birkaç asır ilerisi çamurdan yapılgan oyuncak korçalayıcı funksiyonu becergen. Onun yardımıyla yağmurni çağırgan var. Neçiz kuvvetni korkuzdırgan var. Halk hatırasında sızgıravuklar ile daha birkaç meraklı adetler saklandı. Родители давали детям, чтобы они могли играть. Во время игры родители знали, где находится их ребенок. И таким образом они выпускали гусей или, допустим, овец, да, и вместе с дети играли, и вместе с ним паслись вот эти вот все животные, там птицы. Родители примерно знали, где находится их ребенок. Таким образом, они, то есть раньше не было телефонов, и дети, чтобы не потерялись, их можно было услышать с помощью свистулек. Вот. Ну и, в общем-то, да, действительно так. Также использовались свистульки в военном деле, когда на большие расстояния можно было передать зашифрованное послание, то есть в виде звуков природы, таким вот образом. Sızgıravukның uzviyetke muzbet tesiri de бар. Misal olarak, Она хорошо гармонизирует внутреннее, внешнее пространство, благотворно воздействует на психоэмоциональное состояние, успокаивающе. То есть очень много разных открытий во время игры ты можешь для себя сделать. То есть во время игры ты просто играешь, и в моменте игры происходит интересная вещь, когда озарение, то есть приходит какое-то озарение, идея, и начинаешь это делать, просто играя на этом инструменте. çamurni canlandırmak kolay iş değil. Acayip eserini meydanға getirmek için birkaç basamak işini yapmak gerek. Вначале нужно, получается, просеять глину. Ее сначала замачивается, потом она выстаивает какое-то время, 2 месяца, что она впитывает в себя влагу, и, в общем-то, потом ее надо просеять. Просеивается через мелкое сито,
очень-очень мелкое сито, чтобы камушки не попадали. Если попадает камушек какой-то хотя бы маленький, то изделие может лопнуть. Таких изделий много, которые лопаются. Вот. Но в данном случае это уже чистая глина, просеянная. Потом она после просеивания ее надо высушить до определенной кондиции. Это как натяжение лука. Стрелы, лук. В общем, когда ты натягиваешь тетиву, если ты слишком сильно натянешь, то лук может поломаться. А если слабо, то не сможешь стрелять. В данном случае с глиной то же самое. Надо до такой кондиции дождаться, чтобы глина высыхала, но не слишком высохла, чтобы она была гибкой и в тот же момент податливой. Потом делается изделие. Сызғыравук Путюн халқарының мәдениетінде рас келе. Қырым татарларда оны чамырдан япқан бар. Келіңіз бұл ойынжақны бер япайық. Аятны яраштырмак әр адамның мақсадыдыр. Инсан ағач, маден, таш ве чамырны біле жанвандырмаға огренді. Иш жанвы, чунки әр бір айретте қаудырған шеклінде, ресімінде, әр бір чызгысында біле, муэлиф өзінің гонлыны қаудыра. Амма тек музыканен бер бұл санат айынкликнын сайбы ола.